Ежегодно 20 ноября в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в Интинском отделении общественной приемной главы Республики Коми проводится прямая линия. На вопросы горожан отвечают представители прокуратуры, следственного отдела, образования, отдела по опеке и попечительству, ЗАГСа и соцзащиты. Каждый позвонивший может проконсультироваться по различным направлениям, касающимся профилактики правонарушений в подростковой среде, оформления документов, а также аспектов регулирования детско-родительских, семейных и иных отношений. В ходе прямой линии специалисты ответили на различные вопросы, касающиеся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Подростков интересует, в каких случаях и в каком возрасте они сами могут обратиться в прокуратуру или в суд за помощью. Ребенок может обратиться в прокуратуру города в любом возрасте. При рассмотрении уже обстоятельств, по которым обратился ребенок, будет решаться вопрос о привлечении законных представителей для того, чтобы они написали письменное заявление, либо у них было принято устное обращение о нарушении прав их несовершеннолетних детей. Самостоятельно ребенок может обратиться в суд с 16 лет. В Инте много семей, в которых родители разведены друг с другом. При этом далеко не все мамы и папы поддерживают разумные отношения и не препятствуют общению и воспитанию общих детей. Бывают случаи, когда ребенок становится разменной монетой и объектом манипуляции. Есть два понятия. Это досудебный порядок рассмотрения подобных споров и рассмотрение споров в суде. Досудебный порядок – это когда родители, либо бабушки, дедушки, близкие родственники вправе обратиться в органы опеки и попечительства с соответствующим заявлением о том, что им не дают общаться со своим ребенком. В этом случае мы заявление рассматриваем в полном объеме, объективно, учитываем прежде всего, конечно же, это возраст ребенка. Дети старше 10 лет вправе выражать свое мнение. И это мнение обязательно учитывается. С кем ребенок хочет проживать, как он хочет ли он общаться со своим родителем или близкими родственниками, ну и так далее. Обязательно учитывается, где ребенок проживает. Если он проживает с матерью, то как долго он проживает с матерью, как давно родители расторгли брак, и ребенок проживает с матерью, а с папой не общается, не общался, допустим. Обязательно учитывается, в какую школу посещает, интересуется ли второй родитель учебой, успехами ребенка, платит ли алименты, занимается ли воспитанием, содержанием. То есть фактов очень много и обстоятельств, которые рассматриваются органом опеки. Одна из несовершеннолетних задала вопрос представителям Интинского ЗАГСа. Девочке не нравится ее фамилия, и она хотела бы ее поменять на более благозвучную. Может ли она это сделать до исполнения 18 лет? В соответствии со статьей 58 Федерального закона об актах гражданского состояния, лицо, достигшее возраста 14 лет, вправе переменить свою фамилию, имя, отчество, но с письменного согласия законных представителей, то есть родителей, усыновителей, попечителей. При отсутствии такого согласия на основании решения суда с достижением возраста 18 лет, то есть совершеннолетие, гражданин вправе самостоятельно с паспортом обратиться в ЗАГС. При этом он должен будет предоставить свое свидетельство о рождении, документы о заключении брака, в случае, если у него есть несовершеннолетние дети свои, то свидетельство о детках, и уже заявить о перемене имени. Государственная услуга пошлина составляет 1600 рублей и 350 рублей за каждое выданное свидетельство. Будущих выпускников общеобразовательных организаций интересует, на какое денежное вознаграждение они могут рассчитывать в случае победы во Всероссийской олимпиаде школьников или сдачи единых государственных экзаменов на высокие баллы. По итогам обучения по основной образовательной программе основного общеобразования, то есть после 9 классов, такой системы поощрения нет, потому что высокобальники там не считаются, по пятибалльной системе оценивается их результативность в экзаменах. По итогам сдачи ЕГЭ в 11 классе такая система
на региональном уровне существует однозначно. Ежегодно в августе месяце глава Республики Коми проводит торжественную церемонию, на которой оглашаются фамилии тех выпускников, получивших 100 баллов, не высокобальников вообще, потому что высокобальники у нас считаются и 95 баллов, это тоже высокобальник, получивших 100 баллов по предмету, победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, и они получают единовременное денежное поощрение в пределах, по-моему, до 50 тысяч рублей. На сегодняшний момент у нас таким поощрением воспользовалась выпускница в позапрошлом году, выпускница гимназии 2, которая набрала 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ. Заведующая отделением социальной помощи семье и детям Светлана Пиденко рассказала о деятельности и услугах, которые предоставляются гражданам. Одним из структурных подразделений учреждения является отделение реабилитации несовершеннолетних, в котором временно проживают дети от 3 до 18 лет. С ними и их родителями проводится большая реабилитационная работа. Взрослым и детям оказывается огромная помощь и поддержка. Задача состоит в том, чтобы нашего отделения это оказать социально-психологическую, социально-педагогическую помощь и поддержку семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе и несовершеннолетним детям. И к нам же также могут обратиться отдельные граждане, которые испытывают какие-то личные психологические проблемы. Вот это проблематика, в общем, любая. Это и семья, брак, это какие-то личные переживания, состояние разводов и так далее. Дети тоже могут обратиться, и у нас есть телефон, по которому они могут звонить и получить и по телефону помощь, консультирование психолога и прийти на консультацию лично. 3 10 74 – это наш телефон, отделение социальной помощи семье и детям. Проблемы какие? Проблемы также разные. В основном ребята, если он сам обратился, это проблемы любви, принятия, взаимоотношения с друзьями, ну и с родителями, конечно, в том числе. Чаще всего в последнее время с детьми приходят вместе родители. То есть это хороший фактор чего? Того, что, в общем, дети рассказывают родителям, достаточно близкие отношения, и родитель помогает и приходит вместе с ребенком. И тогда психолог помогает в том числе и родителю, и несовершеннолетнему. Мы можем заключать программу социальной такой психологической поддержки, и ребенок будет периодически посещать психолога. В штате отделения социальной помощи семье и детям работают квалифицированные специалисты, к которым всегда можно обратиться за анонимной и бесплатной консультацией. Стоит отметить, что в отделение реабилитации несовершеннолетних могут обращаться за помощью все интинские семьи. Оказавшись в трудной жизненной ситуации, если вдруг кто-то из родителей заболел и попал в больницу, или необходимо выехать на учебу в другой город, не стоит оставлять детей знакомым и друзьям. Учреждение предоставляет временный приют детям на условиях круглосуточного пребывания в отделении на полном государственном обеспечении.